Компания «Алроса» продолжает поддержку коренных малочисленных народов севера Якутии. Работать исключительно на принципах взаимного уважения, бережного отношения к земле и традициям. Именно так ведет свою социальную политику якутская алмазодобывающая компания. Третий год в республике реализуется соглашение о сотрудничестве между правительством Якутии, Ассоциацией коренных малочисленных народов севера республики и «Алроса». О том, как компания заботится о сохранении этнокультурного наследия, поддержке малочисленных народов и устойчивом развитии северных территорий, в нашем следующем сюжете. На протяжении многих лет «Алроса» оказывает всестороннюю помощь арктическим районам Якутии. Только за последние 7 лет компания направила более 1,5 миллиарда рублей на целевую поддержку территорий, где проживают коренные малочисленные народы севера. «Алроса» — это единственная компания вообще в российской практике, которая действует на принципах соуправления. Через наших представителей в муниципальных образованиях, в региональных органах власти местное население участвует в управлении компанией «Алроса». Компания пошла дальше, и у нас уже третий год действует программа, непосредственно договор с общественной организацией Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, которая направлена именно на решение этнокультурных задач. В вопросах взаимодействия с коренным населением компания придерживается принципов взаимного уважения, постоянного диалога и, конечно, общих целей и задач, принципов по сохранению нашей хрупкой природы. Для «Алроса» партнерство с Ассоциацией коренных малочисленных народов – это не разовая помощь, это долгосрочная стратегия в первую очередь. Компания намерена вести долгосрочную работу по возрождению культурной самобытности Севера. В рамках сотрудничества за счет средств «Алроса» с 2023 года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера работает над сохранением языка и нематериального культурного наследия. Благодаря поддержке «Алроса» реализуется целый ряд интересных и нужных проектов. Поддержку получают различные организации и мероприятия по сохранению языков, популяризации культуры и традиций коренных народов. Одним из таких стал прошедший на днях юбилейный молодежный Суглан. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашей республике была такая площадка, где молодые представители коренных народов могли бы развиваться, учиться, участвовать в разных программах, реализовать свои проекты и находить наставников, чувствовать поддержку на уровне республики. «Алроса» широко поддерживает коренные малочисленные народы Севера, реализуя программы долгосрочного сотрудничества. В 2023 году компания утвердила политику в области взаимодействия с коренными малочисленными народами и подписала первое трехстороннее соглашение с правительством республики и Ассоциацией коренных малочисленных народов. В рамках второго соглашения компания продолжает финансировать мероприятия по сохранению языка, культурного наследия и этнокультурных традиций. Самое главное нам было объединить ребят с тем, чтобы они понимали, что те сложности, которые стоят перед коренными малочисленными народами, не только сейчас, но и в будущем, мы можем решить только вместе, сообща. И это самый главный посыл для наших ребят. И мы постарались в игровой форме создать возможности для командообразования. И в том числе мы сейчас рассказываем про сотрудничество с нашей компанией, акционерной компанией «Алроса», благодаря которой и во многом состоялся этот форум. В рамках соглашений ежегодно реализуются национальные праздники – Бакалдын, Шахадиба, Кочевья Севера и многие другие значимые для коренных малочисленных народов мероприятия. Также в фокусе внимания остается строительство важных социальных объектов. Так, например, были построены и отремонтированы школа-сад в Хараялакском наследии Оленёкского и Венкийского национального района, медучреждение в селе Жиганск, культурно-спортивный комплекс в поселке Зырянка Верхнеколымского района. Ведь, как известно, развитие северных территорий – это комплексный подход.